Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рождение ребенка – это благодать Всевышнего. И это доверие родителям, это аманат. И отец должен заботиться с тех дней о ребенке, когда он собирается жениться. Он должен выбрать праведную женщину, будущую мать своих детей. А после рождения ребенка является сунной прочитать в правое ухо новорожденного азан, то есть прокричать азан, призыв к молитве, а в левое ухо новорожденного икамат. А смысл этого заключается в том, чтобы первое, что услышит ребенок, было призыв к молитве, возвышение Аллаха, призыв к исламу. После того, как отец или же родственник, или если таких поблизости нету, можно попросить человека, который это делает искусно, красиво. После того, как прокричат ребенку азан и икамат в правое и левое ухо, является следующим действием, является сунной тахник, то есть это протирание губ ребенка свежим фиником. Таким образом, вправо, влево, так протирать губы ребенка фиником. Если же нет под рукой финика, то можно и любым чем-то сладким, сладостью, то есть и конфета, и сахар подойдет. Потом на 7-й день является сунной также резать акика, барана, мальчику 2 барана, девочке 1 барана. Также можно мальчику резать и 1 барана. И разделать этого барана нужно, не ломая кости, желательно по суставам разделить этого барана на 3 части и раздать 2/3 малоимущим соседям и родственникам. 1/3 часть можно оставить у себя дома. Также после акика является сунной бритье головы ребенка. Нужно побрить голову на 7-й день, взвесить волосы и раздать на вес волос золото или серебро, садака, малоимущим. После этого волосы необходимо зарыть в чистую землю. Когда рождается ребенок, ему нужно давать имя, нарекать его именем. Это тоже очень важное событие, и к этому нужно подходить очень основательно и руководствоваться сунной пророка, алейхиссалату вассалам, и хадисами пророка. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в хадисе: «Ахаббуль асмаи иля Аллахи та'аля Абдуллах ва Абдур-Рахман». Имена, которые нравятся Всевышнему Аллаху, это Абдуллах и Абдур-Рахман. И эти имена являются желательными давать мальчикам. Также есть и имена для девочек, которые желательны. Это Уммухатуль Му'минин, это матеря правоверных, жены пророка, алейхиссалату вассалам. Аиша, Фатима, это дочь пророка. Имя ребенку должен давать отец ребенка. Но так как у нас обычаи, очень красивые обычаи в нашем народе, мы передаем это право дедушке ребенка или дяде, или другому уважаемому человеку, или же другу отца. Рождение ребенка – это большая ответственность для родителей. Они должны заняться воспитанием ребенка и должны подходить к этому серьезно. К сожалению, некоторые родители ошибочно думают, что их детей должен воспитать кто-нибудь другой, или школа, или медресе, или еще где-то, или кто-то надеется, что их ребенка воспитает кто-нибудь другой, кроме них. Это очень ошибочный подход к воспитанию ребенка. Так не следует делать. В первую очередь ребенка должен воспитывать отец. Мать должна содействовать этому. И с самых ранних лет, когда ребенок учится различать слова, вещи, необходимо учить ребенка делать молитву, совершать молитву, делать намаз. Нужно его научить этому и показывать ему, как это делается,
из 7 лет, как говорил пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе, родители должны заставлять ребенка делать намаз, совершать молитву. А с 10 лет необходимо заставлять ребенка. Можно даже и приложить руку к этому. Можно побить ребенка, заставить его совершить молитву. Родители должны ознакомить ребенка с религией. Из тех лет, когда ребенок начинает ходить в школу, он начинает выходить из дома, в общество, начинает ходить в школу. И вот с этих лет необходимо научить ребенка поведению в обществе. Нужно его ознакомить с тем, что запретил Всевышний Аллах, чтобы он отдалялся от этого. И нужно его ознакомить с дозволенным, чтобы он всегда старался придерживаться дозволенного. В воспитании детей родителям очень хорошо поможет исламская литература. Нужно обеспечить детскую комнату исламской литературой, чтобы в любое время ребенок взял книгу и смог прочитать ее, чтобы она была перед глазами ребенка, чтобы таким образом предложить ребенку исламскую литературу, такую, где описывается история пророка, алейхиссалату вассалам, история сподвижников, праведников и героев ислама, чтобы ребенок с самого детства ознакомился с жизнеописанием пророка, алейхиссалату вассалам. Также нужно ознакомить ребенка с самой религией ислам, с основами религии. Нужно обеспечить детей и такими книгами. Также отец должен, это его обязанность, обеспечить питанием семью дозволенным. Питание, которое достает отец для семьи, должно быть из дозволенного. И отец должен отдаляться от запретного, так как Всевышний говорит в Коране: Бисмиллахи рахмани рахим. Я айюхаллазина аману, ку анфусакум ва ахликум наран ва кудуха ан-насу валь хиджара. О те, которые уверовали, остерегайтесь ада, остерегайтесь сами, также остерегайте свою семью от огня ада, которая будет гореть из людей и из камня. Каким образом отец может остерегаться сам и свою семью остерегать от огня ада? В первую очередь он должен совершать все ему предписанные действия в исламе, также отдаляться от запретного и доставать пропитание для семьи. Всех, кого он содержит, он должен доставать им дозволенное. Если же он сам будет доставать запретное, он себя подставляет под наказание Всевышнего, также и свою семью тоже. Чтобы избежать этого, он должен работать, искать пропитание дозволенное, и сам питаться этим дозволенным, и семью кормить. Во время правления Умар ибн аль-Хаттаба, халифа Умара, да будет доволен им Аллах, к нему пришел один мужчина и пожаловался на своего сына, что его сын плохо относится к нему. И тогда Умар сказал ему: приведи своего сына ко мне. Тот привел своего сына. И тогда Умар спросил у него: почему ты плохо относишься к своему отцу? Тогда этот молодой человек спросил у Умара: о амируль муминин, есть ли обязанности отца перед ребенком? Тот сказал: есть, и перечислил их, сказав, что отец в первую очередь должен заботиться о семье при выборе будущей матери ребенка. Отец должен дать ему красивое имя, соответствующее религии ислам. Также он должен научить ребенка молиться и читать Коран. После этого этот молодой человек сказал халифу Умару: о правитель правоверных, валлахи, клянусь Аллахом, мой отец купил мою маму на рынке. Он меня назвал не мусульманским именем. Валлахи, он не научил меня ни одной букве Корана. И тогда Умар
сказал этому человеку, отцу этого молодого человека: ты был плохим отцом, прежде чем твой сын относился к тебе плохо. Ты отнесся к своей семье очень плохо. Уходи от меня, сказал Омар ему. Родители не имеют права плохо относиться к детям до рождения. То есть должны выбирать будущих матерей своих детей, праведных женщин. Это аманат, это доверие Всевышнего Аллаха. Хотел бы пожелать родителям, чтобы они воспитывали своих детей каждый день, давали им какой-то урок по исламу, чтобы родители учили благому нраву своих детей, ибо это является залогом благополучной старости родителей. Если же родители не воспитают своего ребенка, в старости они будут получать от этого плохие последствия. The number one for me, the number one for me, the number one for me, oh, oh, number one for me.